Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Волк, из спектакля «Три поросенка» и актер театра кукол Сергей Булка. И я сегодня прочитаю сказку Михаила Плецковского «Трудное задание». Начнем. В день рождения слоненку Лусу подарили фотоаппарат, и он сразу стал заправским фотографом. Целыми днями ходил и щелкал затвором. Сначала Лус снимал всех подряд. Сядет на ветку попугай, щелк и порядок. Выглянет из-за куста антилопа, щелк и готово. Потом звери к нему сами повадились ходить. Вот бегемотик Булочка попросил сфотографировать его для удостоверения личности. И почему-то обязательно в профиль. А очковая змея Окулярия сочинила книгу под названием «Мои встречи». Ей срочно нужен был снимок на обложку. А у пантеры Кисы родился малыш. Ой, ну разве можно его не сфотографировать? Вот подрастет и память будет. Слух о замечательном фотографе вскоре разнесся повсюду. Как-то утром в дверь слоненка Луса постучали. «Кто там? Входите», — сказал слоненок Лус. «Не помешаю?» — спросил незнакомый шимпанзе и приподнял шляпу. «Спасибо, я уже почти не сплю», — невпопад ответил слоненок. «Чем могу служить?» «Видите ли, я к вам по очень важному делу. Меня направили сюда из газеты «О многом понемногу». Надеюсь, вы читаете эту газету?» «Я больше люблю книжки про шпионов. Но вот мой папа так. Это не имеет значения. Моему шефу, я имею в виду редактора, многие хвалили вас как большого мастера фотографии. Ну, это уже, пожалуй, слишком. Не скромничайте. Итак, о деле. Нам срочно нужна фотография солнца. В хорошую погоду. Но ведь в плохую погоду не бывает солнца. Бывает, но оно за тучами. Нас интересует солнце в хорошую погоду. Ясно? Почти. Итак, о деле. Вы согласны? Попробую. Значит, договорились. Тогда ударим по лапам. Кстати, меня зовут Бананас. Красивое имя. Не жалуюсь. Итак, о деле. Вот вам наш адрес. Присылайте свои снимки. Привет. Шимпанзе Бананас приподнял шляпу, поклонился и ушел. А целый день слоненок Лус фотографировал солнце. Погода стояла чудесная. Золотой шар солнца так и сверкал на голубом экране неба. Но ни один снимок не получился. Все кадры были засвечены. Полная неудача. Позор. Слоненок Лус испортил 10 фотопленок. И все было бесполезно. Он очень огорчился и чуть не заплакал от досады. Что теперь скажет о нем Бананас? И вдруг слоненок Лус подумал, а почему я должен фотографировать солнце обязательно в небе? Могу же я сфотографировать солнце в реке или в лесу, когда оно отражается в капле росы? Чем плохи такие снимки? Солнечные колечки, рассыпанные по траве под деревьями, или солнечные зайчики на крыше гостиницы «Три поросенка»? О, видимо, он был настоящим фотографом, этот слоненок Лус, если ему в голову пришла такая прекрасная мысль. Вернее, он был наполовину фотографом, а наполовину поэтом. Нащелкал слоненок Лус солнце в разных видах и послал фотографию в редакцию. Через 2 дня пришло письмо. 4-й дом от угла, напротив парикмахерской бришка и стритье, или, кажемся, стрижка и бритье. Слоненку Лусу лично. Так, письмо. Дорогой друг, фотографии получили. Ровно 17 штук. Итак, о деле. Шефу, я имею в виду нашего редактора, снимки очень понравились. Так, очень понравились. Решили дать тебе премию за выдумку и юмор. Что такое юмор, я не знаю. А про премию знаю. 3 ящика моркови получишь позавчера. То есть послезавтра. Твой приятель Бананас. Слоненку Лусу письмо понравилось. У него было такое хорошее настроение, что он не удержался и сфотографировал сам себя, а снимок повесил на самом видном месте. Вот такая вот сказка, ребята. А мы с Волком желаем вам спокойной